В любой непредвиденной ситуации, ДТП и несчастном случае, когда речь идет на минуты, многое зависит не только от профессионализма врачей, но и от времени оказания первой помощи. Это так называемый «золотой час». И если за это время пострадавшего успеют доставить в больницу, то обеспечивается самый высокий уровень выживаемости и значительное снижение риска осложнений. Врачи скорой помощи наглядно показали, как выполнять комплекс срочных мер при остановке дыхательной активности. Мы ставим одну руку ребром на лоб пострадавшего, пальцами другой руки, двумя пальцами, не за горло, а за подбородок, запрокидываем голову вверх и, приоткрывая рот, слушаем в течение 10 секунд наличие дыхания. Если за этот промежуток времени не было хотя бы одного акта вдоха-выдоха, то человек задыхается, и времени на оказание помощи у вас немного. Пострадавшему необходимо провести сердечно-легочную реанимацию и исключительно на твердой поверхности. Для начала нужно проверить наличие инородного тела во рту, а после провести компрессию грудной клетки. 30 нажатий. Для какой-то защиты психологической помощи, да, чтобы минимизировать контакт с пострадавшим, вы можете использовать какую-то салфетку. Это может быть марлевая салфетка, это может быть платок, но главное, чтобы ткань пропускала свободный воздух. Закрыли дыхательные пути пострадавшего, запрокинули голову, приоткрыли рот, зажали нос и делаем 2 выдоха в дыхательные пути пострадавшего. При этом мы должны смотреть на тело пострадавшего, поднимается ли грудная клетка или нет. Запрокинули, приоткрыли, закрыли нос, вдуваем воздух. Выдох помогающего должен длиться 1,5–2 секунды, чтобы легкие пострадавшего смогли расправиться. А после необходимо повторить маневр – 30 нажатий на грудную клетку. Как только мы с вами сделали 30 компрессий, опять же нам нужно что сделать? Вдуть воздух в дыхательные пути пострадавшего. Запрокидываем голову, быстро визуально проверяем ртовую полость и дальше что мы делаем? Опять вдуваем воздух в дыхательные пути. Запрокинули, закрыли нос, приоткрыли рот и вдуваем 2 раза. После этих манипуляций необходимо проверить, восстановилось ли дыхание у пострадавшего. И щекой чувствуем, ухом слышим, глазами смотрим на тело пострадавшего в течение 10 секунд. Эти маневры помогут человеку восстановить дыхание, пока бригада скорой медицинской помощи мчится на место происшествия. Врачом скорой помощи в Центре медицины катастроф Адам Ведилов работает 8 лет. Его рабочие будни – это каждодневные выезды к пациентам, оказавшимся в сложной ситуации. Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии он реанимирует часто. Иногда это и целые семьи. В одной машине 8 детей, мать с ребенком погибла, и как-то нам пришлось разбираться с этими детьми, куда их везти, куда доставлять. Больше работы с детьми более труднее. Такие случаи в нашей республике происходят нередко. На 1000 аварий в регионе с пострадавшими приходится 355 погибших. По данным государственной статистики, на территории Республики Ингушетия произошло 650 дорожно-транспортных происшествий. Из них 53 дорожно-транспортных происшествия, которые зафиксированы с пострадавшими. На 69 случаев дорожно-транспортных происшествий привлекались пожарно-спасательные и аварийно-спасательные формирования Республики Ингушетия. В рамках проводимой работы аварийно-спасательными формированиями было деблокировано 88 человек. Из них погибшими 13, травмированы 75 человек. Из общей статистики травмированных и погибших 10 детей травмированных. В рамках проводимой работы по деблокированию пострадавших аварийно-спасательными формированиями проводилось 58 случаев разбора деблокирования аварийно-спасательных средств. В Центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи от 7 до 9 суточных бригад. Это около 15 квалифицированных специалистов. Для выездов задействована 61 машина скорой помощи. Из них 11 машин реанимобилей. Мадина Цора, Али Зязиков, Магаз 24.